Своевременное проведение повторных парламентских выборов – единственный выход из политического кризиса и признание на международной арене. Группа независимых юристов борется за отмену поправок в законопроект, согласно которому нардепы перенесли дату выборов депутатов и продлили свои полномочия еще на 7 месяцев. По словам эксперта по конституционному праву Сании Тактагадиевой, отмена или перенос голосования усугубит турбулентность в стране. Она отметила, что постановление ЦИК о проведении парламентских выборов 20 декабря этого года – это законно верное решение. По закону и в пределах своих полномочий Центральная избирательная комиссия в этой ситуации сделала все, что могла. Все нарушения во время выборов были направлены в ГКНБ и соответствующие правоохранительные органы. Так вот, именно эти органы все это время бездействовали и продолжают бездействовать. Члены Центральной избирательной комиссии наделены юридическим иммунитетом, и любое воспрепятствование работе ЦИК влечет за собой уголовную ответственность. Мы видим, что на данный день, на данную ситуацию ЦИК остается одним из устойчивых и легитимных конституционных органов Кыргызской республики. Юристы напоминают, что конституционный закон не прошел общественное обсуждение. Авторы сослались на обстоятельства непреодолимой силы, к которым относятся землетрясения и природные катаклизмы. При этом сам закон был опубликован только 22 октября, и в тот же день депутаты приняли его сразу в 3 чтениях. С грубейшими нарушениями Конституции и законодательных норм возмущаются юристы. Наши пытаются инициировать еще конституционный референдум. Где вы видели такую практику? Они заканчивают свою работу 28 октября. Это означает, что после 28 октября они не имеют права покушаться на стратегические основы в процессе принятия решений члены парламента. Это международная практика, и нужно нам опираться на эту международную практику. Ни в коем случае они не имеют права принимать стратегические решения. Но заседать они могут, но они должны сделать все попытки к стабилизации, а не полностью его переворота. При этом некоторые гражданские активисты критикуют нынешний состав ЦИК и их деятельность. По словам Токтаи Мумиталиевой, именно из-за их бездействия прошли грязные выборы с массовым подкупом, полумиллионная регистрация по форме 2 и просроченными урнами. Более того, она считает, что ЦИК не должна допустить партий, чьи действия стали причиной отмены итогов голосования 4 октября. Выборы недействительные, то вопрос касается всех партий, которые участвовали, и они не имеют права их допускать к выборам. Соответственно, завтра это будет очередной конфликт интересов. И опять мы окажемся в этой ситуации, завтра еще кого-то сносить будем. И они преднамеренно идут на превращение Кыргызстана в страну полевых командиров. Иначе не скажешь. 22 октября Джорку Кенеш принял законопроект, которым приостанавливается действие статей 38 и 63 Конституционного закона о выборах президента Кыргызской республики и депутатов Джорку Кенеша. Повторные либо новые парламентские выборы, согласно предложенным нормам, состоятся после проведения конституционной реформы, но не позднее 1 июня 2021 года. В тот же день поправки подписал премьер-министр, исполняющий обязанности президента Садыр Джапаров. За день до этого, 21 октября, ЦИК приняла решение о проведении 20 декабря повторных парламентских выборов. Но 24 октября Первомайский районный суд это постановление отменил. Айгерим Рыспекова, Кудрат Ташмурзаев, 5 канал.